Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что готовит вам судьба? Какой сюрприз, какую радость готовит вам судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, у судьбы фантазия. Ничего себе. Вот хотите верьте, хотите нет, но судьба готовит вам встречу. Встречу с человеком, с кем вы очень-очень давно не виделись. И, возможно, вы уже даже в своей памяти потеряли этот образ. Но либо образ за это время настолько сильно изменился, что вы ошахнете. Я вижу, что в прошлом с человеком вас связывало какое-то общение, какое-то взаимодействие. Это не была любовная история, это не было какое-то прям такое серьезное чувство. Ну, скорее всего, да, общались, дружили. Вот как-то так идет. Может, учились вместе, может быть, вы даже работали вместе. Но на человека вы смотрели как на друга, приятеля, просто знакомого. Да? В вашей памяти человек какой-то тусклый, не цветной, как дрыщ, худой, веса не имеет, да, ничего такого в нем позитивного, приятного, особо привлекательного не было. Но как же сильно вы удивитесь, когда вы встретитесь с каким-то невероятным красавцем. У него такое красивое тело, у него такая модная прическа, у него такие красивые белые зубы. Там просто улыбка обалденная, засмотреться можно. Прям красавчик. Такой красавчик-мужчина идет в вашу жизнь. Смотрите, если вы мужчина, просто переворачивайте на себя. Это женщина, да? Женщина, в которой вы не видели женщины, которая не была привлекательной для вас. Ну, просто там добрая подружка, там, милая девушка, да? Ну, максимум милая, да? А так вообще обычная серая мышка. А тут прям красавица, и тело, и фигура, и лицо, и волосы, ну просто вот огонь, да, там все смотрят, оглядываются. И вот где-то вы будете, этот человек к вам подойдет и с вами поздоровается, начнет вас, там, не знаю, обнимать, начнет с вами целоваться, там, щеки расцеловывать и рассказывать, что как я рада тебя увидеть. Если честно, вы там просто присядете. У вас мир перед глазами поплывет, и вы скажете, что происходит, что кино снимают, скрытая камера. Ну, как такое может быть? Я не знаю этого красивого человека, я не знаю этого Аполлона, либо я не знаю эту Афродиту. Это такие мысли в голове сразу странные, что мало ли, это какие-то мошенники, это какой-то развод, сейчас все с меня смеяться будут. А потом этот человек начнет говорить, что не помнишь меня, да, это же я. Там, когда-то мы с тобой, меня зовут так-то, так-то. А у вас память просто отказывается, да, сопоставлять того человека из прошлого с сегодняшним красавцем либо красавицей. Ох, как же вас в жар кинет. Здесь прям жарко будет всем. Вот. Пока вы узнаете, какое-то время пройдет, но когда вы поймете, о ком речь идет, вы так будете удивлены. Тут шок прям на лице будет написан. Да? У вас челюсть не будет закрываться, а глаза как две тарелочки. Да? Такие круглые-круглые. И да, не забывайте моргать, а то глаз может высохнуть. И знаете, этот человек вам расскажет о том, что в прошлом, когда вы там были знакомы, у этого человека были к вам чувства, и человек на вас всегда смотрел там, с обожанием, с влюбленностью. Для вас это будет таким открытием, потому что вы не представляли, вы об этом не думали. И тут этот человек скажет, ну типа, а как ты, а что у тебя в личном? Знаете, такие вопросы с намеками. И вы даже немножко растеряетесь, скажете, ну не может быть, да, такой красивый человек. Как можно было так измениться, как можно было стать таким красивым? И еще я вижу, что человек еще как-то, знаете, очень дорого-богато одет, да? То есть какие-то там люксовые брендовые вещи, там дорогие часы, дорогой смартфон, да, может и автомобиль дорогой. И вы думаете, да как так, да кто бы знал, где были мои глаза, если б я знала, если б я знал.
Такая встреча, вот прям действительно сюрприз в квадрате. И так приятно будет, и так неожиданно, и столько мыслей в голове у вас будет крутиться. Но я вижу, что вы о чем-то договоритесь там встретиться еще раз, там поддерживать общение, не знаю, обменяетесь контактами, обменяетесь соцсетями, либо мессенджерами. В общем, как-то вы начнете общаться с этим человеком. И я вам так скажу, если человек вам так сильно понравится, знайте, что все может получиться. И ваше прошлое может стать вашим прекрасным будущим. Понятно, что не за один день, понятно, что там нужно будет опять заново знакомиться, узнавать друг друга. Но старая любовь, она ведь никуда не делась. Если человек вас любил в прошлом, то любит, скорее всего, по сей день. Может быть, человек действительно от неразделенной любви вошел в состояние стресса, очень много работал и над собой, и над тем, чтобы состояться, реализоваться, приобрести хорошую форму, приобрести хороший внешний вид. Даже не просто хороший, а идеальный внешний вид. И человек буквально готовился к тому, чтобы с вами встретиться, чтобы к вам подойти, чтобы произвести на вас впечатление. Вот мне идет, что у кого-то так и отыграется. Человек несколько лет приводил себя в порядок для того, чтобы к вам подойти и заявить свои права на вас, да, попробовать реализовать возможность быть с вами и создать семью, создать прекрасные отношения. То есть какой-то, знаете, потрясающий сюжет. И я так понимаю, что вы этого заслужили, вы этого достойны, и судьба это все позволяет проиграть и воплотить в реальность. Так что готовьтесь. Еще мне идет какое-то, знаете, людное место, либо какое-то, может быть, людное мероприятие, да, много людей, и люди какие-то такие с улыбками, что это чей-то день рождения, какой-то праздник, мероприятие увеселительного характера. Вот там именно произойдет. И я даже больше скажу, вот этот человек, с кем вы встретитесь, он специально туда придет, зная, что вы будете там. Ну, либо ища вас там, да, надеюсь, что вы тоже придете. И все вот так вот у вас сложится. Вы, кстати, очень красивая пара, да, вы очень красиво вместе смотритесь. Ну, судьба дает второй шанс, и вам второй шанс, и тому красивому человеку дает второй шанс. Да, интересно. Дальше, мои хорошие, сюрпризом для вас, большим сюрпризом для вас станет то, что вам будут предлагать большой хлеб. Большой хлеб – это источник ресурсов. Это может быть и не только ресурс, это может быть и награда, вознаграждение. И также может быть очень такое, знаете, говорят, хлебное предложение. То есть, если вы это предложение принимаете, то вы всегда будете сыты и довольны, да, обеспечены будете. Смотрите, вы стоите спиной в очень таком каком-то подавленном состоянии, в грустном состоянии. У кого-то еще отыграется, что вы не только спиной, но и на коленях, да. То есть жизнь прям ударила по ногам, и ноги не удержали, вы упали на колени, думаете, что все, конец, все пропало. И тут к вам подходит какая-то женщина, за ней стоит, кстати, мужчина, и она на вытянутых руках дает вам этот хлеб. Такая говорит: угощайся, да, либо это тебе, бери, принимай. Это потрясающий момент, и у кого-то прям слезы радости будут на глазах, потому что в момент, когда вы думаете, что все пропало, это конец, я больше никогда на ноги не встану, больше нет никакой надежды, все мосты сожжены, разруха, пепел, да, и тут вот такое хлебное предложение, да, либо такая награда, либо такие возможности вам открываются. Да вы этот хлеб прям с руками заберете. И, конечно, немножко напугаете эту женщину, и мужчина немножко будет в шоке от вас. А вы потом объясните, в каком положении вы находитесь. Так и скажете. Вы меня, конечно, не судите строго, но в моем отчаянном положении ваше предложение – это как манна небесная. И, конечно, я соглашусь, конечно, я его приму. Предложение с правой стороны вам идет, даже вот эта женщина и мужчина, они тоже с правой стороны. Предложение, которое в корне меняет вашу жизнь, и предложение, которое позволяет вам не только встать на ноги, не только повернуться к миру лицом, но и еще действительно конкретно исправить свое материальное положение и напитаться, да, накачаться ресурсами, хорошими ресурсами, положительными ресурсами. Это не что-то, что вы там должны потрачить, да, где-то, либо на галерах 27/7, да, работать. Нет, это что-то хорошее, приятное, то, что, возможно, вам хотелось сделать, да, но у вас не было возможности это делать, да, либо никто не предлагал,
либо везде вам был отворот-поворот, а тут на тебе, да, вот случилось. Так что хлебушек вы с удовольствием возьмете, с удовольствием. Вот как в нужный момент эти люди придут. Вот в момент, когда вы прям отчаялись. Хотя отчаяние – это ужасное состояние. Дальше похоже на собачку. Но собачка тогда, наверное, либо корги, либо такса, да, потому что такая длинненькая. Либо речь идет о какой-то долгой дружбе. Да, вы с кем-то очень долго дружили. И ваш друг, либо ваша подруга для вас казался, ну, обычным человеком, да. Ну, обычный человек, как все, как я, как кто-то, да. Никаких выдающихся моментов особо вы не наблюдали. А может, просто глаз уже, да, замыленный, и вы просто не смотрели, не присматривались. И вы знаете, этот ваш друг, либо ваша подруга вас очень сильно удивит. Окажется, что ваш друг, либо подруга в чем-то прям супер профессионал. И причем профессионал такой, знаете, высшего ранга, что ли. К этому человеку прям такие серьезные люди на поклон ходят. Вы прям ахнете, вы скажете: да как так, да почему ты скрывал от меня, либо почему ты скрывала? А человек скажет: ну как, я не скрывал, я говорил, но ты же не слушала, либо там что-то другое обсуждали. И да, мои хорошие, вы просто в шоке будете, что ваш приятель, либо подружка в какой-то сфере просто супер профессионал, да, прям супер-бупер. Вот. И вам как раз, например, нужна эта сфера, да, либо у вас интерес в этой плоскости лежит. И вы скажете: ничего себе, другими глазами посмотрите. Так, еще. Вижу, что вы на ком-то верхом будете кататься. Причем человек вас сам на себя как будто бы забросит и повезет. Причем везет этот человек вас влево, от чего вы будете точно в шоке. Ну, вот представляете, да, вы идете, никого не трогаете. Тут раз кто-то подбегает, вас себе на спину закидывает и бежит с вами. Ну, может быть, и не в прямом смысле, конечно, отыграется, да, может быть, человек вас куда-то повезет, на машине, либо человек какую-то работу за вас выполнит, да, тем самым облегчит вам жизнь. Возможно, человек возьмет ответственность, да, за вас и за ваши проблемы. Но вам прям будет немножко не по себе. И в какие-то моменты вы будете думать: а что дальше? А вдруг этот человек что-то с меня такое вот, неприличное попросит, скажет: ну вот я там сделала, теперь давай рассчитывайся, да, раздевайся. Ну, если вы женщина. Если мужчина, тоже могут сказать: раздевайся. Но такого точно не будет. Человек... Либо есть потребность у человека делать добрые дела, либо этот человек, буквально как посланник небес, да, в нужное время, в нужном месте окажется, увидит вас в вашем растерянном состоянии и скажет: надо помочь, да. Человек несчастный, надо помочь, и все сделает. Так что не пугайтесь, да, это будет, скорее всего, посланник небес. Дальше, мои хорошие, вижу вас в роли ученика. Видите, буква У. И вы над какими-то книгами, огромными книгами зависаете. Прям залипаете в эти книги. Учиться. Вы начнете чему-то учиться. Сюрприз заключается в том, что вы обнаружите, что у вас есть какие-то либо пробелы в знаниях, либо есть что-то, что для вас прям совсем новенькое, незнакомое, либо какая-то потребность, да, то есть, чтобы получить хорошую работу, хорошую должность, укрепиться на хорошей работе, не знаю, там, обратить на себя внимание, добиться успеха, нужно иметь какие-то дополнительные знания. И вы, как ученик, садитесь за книги, за научные труды, и вдруг ловите себя на мысли, что вам это интересно, что вам это близко, что вы буквально готовы прям поглощать эту информацию с огромным аппетитом, скажем так, с огромным интересом. И вот прям влюбляетесь в эти книги, либо в эти научные труды, и вас уже за уши не оторвать, и вы буквально погружаетесь в этот мир знаний. Так много всего интересного, у вас расширяется кругозор, у вас открываются под другим углом глаза, и вы прям прокачиваетесь этими знаниями. И эти знания, они вас даже вот как-то легче делают, да, более уверенным в себе, более каким-то маневренным человеком. То есть эти знания такую, как на благодатную почву попадут, и благодаря этим знаниям вы буквально преображаетесь, да, во всех смыслах слова. Да, учиться будет очень интересно, и вас прям за уши не оттянешь от этих книг, либо эти новые знания, они вас облагородят, прям не идет, да.
будет чем покичиться, похвастаться. Ну, конечно, вы не любите хвастаться, но тем не менее, да, там каким-то задаваком нос точно утрете. Дальше, мои хорошие, показывают большой такой зонт, и под этим зонтом очень много людей, но и для вас найдется место. А еще я вижу, что какой-то человек буквально вам протягивает руку, подвигается и говорит: вот место свободное, да, проходите. Зонт — это защита. Быть под зонтом, быть защищенным. И есть люди, которые пользуются определенной защитой, либо определенными привилегиями, либо в определенном кругу состоят. Да? Туда все хотят попасть, но там места, как я понимаю, ограничены. Либо те, кто там уже находится, чужаков не пускают. Но для вас будет сделано исключение. Именно конкретно для вас. И кто-то подвинется, да, вот стоял прямо человек, но станет бочком, чтобы вы могли тоже под этот зонт попасть. Для вас это просто вот какое-то чудесное событие. Вам так немножко, знаете, с одной стороны и неудобно, потому что вы человека потеснили, хоть и человек сам предлагает, а с другой стороны вам так радостно. Вы прям выдыхаете, тревогу выдыхаете, стресс выдыхаете, выдыхаете моменты вот сомнений, переживаний, да, глубоких травм каких-то, да, опасений. И вот под этим зонтом вы действительно сможете расслабиться, по-настоящему расслабиться и по-настоящему вот прям выдохнуть, да, все неприятное выдохнуть. Какая-то вот зона безопасности идет, да, либо вы в какой-то круг людей попадете, либо вы попадете в какое-то сообщество, под чью-то опеку попадете, под чье-то крылышко, да, что вам больше нечего бояться. Вы понимаете, что бы со мной ни случилось, я под этим зонтом, все будет хорошо, да, все будет хорошо. Зонт от любых там проявлений климата, природы, погоды меня защитит, и даже если камни будут с неба падать, я все равно под защитой, да, зонт крепкий, выдержит, не пропустит эти камни. Да, какая-то добрая душа протянет вам руку и даже выделит вам местечко, даже ценой того, что самому придется потесниться, да, либо бочком как-то стоять. Мне вообще идет, что человек боком станет, и вы боком станете, но вы оба будете под зонтом. Такой вот прям благородный поступок. Может, вы разуверились в том, что есть добрые, благородные люди, что есть люди, которые, и могут, и хотят делиться, да, могут даже где-то себя немножечко ущемить ради интереса других. Но вот вы такого человека точно найдете, встретите, этот человек вам протянет руку и под зонтик вас заведет. Так, еще для вас большим сюрпризом станет откровение человека, с кем у вас какие-то недобрые отношения, да, вражда, неприязнь, антипатия, да, и этот человек вам вот открыто начнет говорить о самом сокровенном, делиться вот чем-то начнет с вами. Может, вы какую-то стычку с этим человеком устроите, и человек вот не выдержит, и из нее там правда польется. И вы так будете тронуты, вы даже себе не представляли, насколько этот человек глубокий, ранимый, и насколько этот человек переживает все то, что с вами происходит. А еще вы узнаете, что этот человек стал жертвой обмана, либо чьей-то такой, знаете, злой воли. Этим человеком могли очень сильно проманипулировать, и этого человека могли буквально вот накрутить и зарядить против вас, да. То есть этого человека как перенастроили, что ли, да. Вас грязью облили, вас подставили, а этого человека, как эту собаку на вас спустили, да, спустили с поводка и дали команду фас. И поэтому этот человек к вам цеплялся, либо у вас такие недобрые отношения случились. Но когда вы узнаете правду, вы ведь тоже молчать не станете. Вы начнете говорить, вы начнете объяснять, что у вас неправильные данные, я ничего такого не делал, нигде не участвовала. Это меня говорили, да, вы даже приведете какие-то доказательства, там все по полочкам объясните, расскажете. И человек, знаете, вот как в себя приходит, да, как опомнится, скажет: надо же, какой ужас, да, я так на тебя злился, либо я так на тебя злилась, оказывается, меня просто использовали, да, против тебя использовали. Слушайте, у вас прям все начинается с перепалки, да, вы там с друг другом гав-гав, а потом вы чуть ли не в обнимку сидите, вам перед друг другом очень неудобно, вот эта вся правда вскроется. И вы знаете, вот кто виноват, кто манипулировал, этому человеку просто не жить. Извините, но скажу, как вижу.
Этому человеку нет прощения, никто не забудет, никто не простит. И я вижу, что этот человек будет наказан. Но не вашими руками, а руками того, с кем у вас, например, антипатия. Да? Этот человек найдет возможность отомстить. Причем месть будет жесткой. Это я мягко говорю. Да. А у вас после этого дня, когда вы так откровенно поговорите, у вас действительно наладятся отношения. Может, вы не станете никогда друзьями, но, по крайней мере, вы будете друг друга уважать и к друг другу будете с уважением относиться. Будете соблюдать рамки друг друга, да, не переходить за черту и с большим уважением друг к другу относиться. То есть конфликт будет исчерпан, виновник будет наказан, а у вас уважение друг к другу получается. Ну, лучше все-таки, да, уважать, чем враждовать, согласитесь? Это положительный момент. Так, и еще какое-то очень старое погибшее дерево, ну, буквально, которое там, ну, на честном слове стояло, да, там уже ничего не осталось, ни корневой системы, ни дерева самого, да, там уже, знаете, труха внутри этого дерева. Это дерево, вопреки, да, вот внешнему виду, даст новый побег, да, вот как новая веточка начнет расти. И это так удивительно, и это так прекрасно, очень похоже на рухнувшие отношения. Давно, да, давно вы с кем-то перестали общаться, либо семейные отношения были разрушены, любовные отношения могли быть разрушены, родственные отношения могли быть разрушены. Но вот эта веточка надежды. То есть, может быть, люди и не начнут общаться, может быть, люди и не начнут там друг друга в губы целовать, либо в щеки, да. Но какие-то, вот знаете, как сказать, теплые взгляды, может быть, даже какой-то вот переписка, общение небольшое состоится. И если эту веточку не сломать, если ее поддержать, то эта веточка со временем вырастет и станет новым прекрасным деревом. Понятно, что прошлое уже не вернуть, но можно новое, да, создать, вырастить новое. Конечно, это уже все будет другое, по-другому. Ну, допустим, если это были любовные отношения, может, вы уже не будете как парой, да, либо любовниками, но вы можете быть прекрасными друзьями. Если это были какие-то родственные отношения, может, уже не будет такого прям слепого доверия, да, либо каких-то завышенных ожиданий, но люди могут общаться по-доброму, как родственники могут общаться. Ну, для вас сюрприз то, что появилась эта веточка. Скорее всего, от человека к вам какой-то теплый сигнал поступит, и это будет для вас сюрпризом. И вы, конечно же, тоже просигнализируете, что вы готовы пообщаться, либо не против пообщаться. Да, такой прям хороший момент. Допустим, если муж с женой бывшие, может, там ругались, дрались, детей делили, имущество делили, а теперь вроде как, знаете, там, вас поздравят с праздником, вы поздравите с праздником. Просто потихонечку начинаете общаться. Но общайтесь уже не как враги, да, такие люди, которые друг друга ненавидят, а как хорошие приятели из прошлого. Да, вот как-то так мне идет. Ведь можно дружить, да, можно общаться. А обиды, какими бы они ни были, они все равно забываются, притупляются. Такое тоже бывает. Дальше, мои хорошие, показывают стрелку, которая выгибается и начинает медленно, но уверенно подниматься. И это как-то связано с работой, с деньгами, с ресурсами, с финансами. Очень такой незначительный, но подъем и рост. И для вас это тоже будет большим сюрпризом, удивительным сюрпризом, желательным сюрпризом, я даже больше скажу, да, желательно, мечтательно для вас. И у вас такое состояние, вы боитесь дышать на эту стрелку, вдруг она там передумает и опять упадет вниз. Вы боитесь сами себе поверить, что у вас наконец-таки что-то улучшается, да, какие-то хоть малейшие улучшения произошли. Конечно, когда ты живешь в тревоге, в страхе, в каких-то разочарованиях, переживаниях, то в хорошее уже не очень верится. Либо ты боишься поверить в хорошее, а вдруг опять все будет плохо. Но эта стрелочка, ее сама судьба поднимает. Да, медленно, да, там час по чайной ложке, а может быть и того меньше. Но с другой стороны, это же рост, это же подъем.
То есть, значит, вы сейчас все стали делать правильно, либо выбрали правильное направление, выбрали правильную тактику действий, поведения, отношения, и поэтому вы наблюдать начинаете рост. Рост у вас все-таки стабильно идет, но медленный. С другой стороны, когда все медленно, значит, оно надежно, значит, вы можете в любой момент что-то изменить, исправить, подкорректировать, да? То есть больше возможностей идет. Конечно, хочется все и сразу, но я не вижу, что вы будете против. Наоборот, я вижу, что вы буквально бережете эту стрелочку, вы над ней ходите, чуть ли не с бубном танцуете, лишь бы она все-таки росла, да, расти, расти, моя стрелочка. Да, видите, вот она поднимается, маленькая, но поднимается. А до этого у вас был постоянный какой-то спад и такое прям, серьезное падение, да, в делах, на работе, с деньгами. А теперь, видите, рост начался. И вы, видите, с бубном, с этой стрелочкой аккуратненько, да, на нее не дышите, чтобы, не дай бог, она опять вниз не упала. Но, слава богу, тут жизнь налаживается. Вы достойны, вы заслужили. Так, еще. Какой-то человек вас очень сильно разочарует. Причем настолько сильно, что вам захочется, не знаю, по лицу ударить этого человека. В какой-то очень жесткой форме прям послать этого человека. Здесь речь идет о каком-то наглом поведении, либо каком-то безрассудном, аморальном отношении. То есть человек хочет сесть вам на голову. И вы говорите: нет, я такое не люблю, я на такое не пойду. А человек говорит: да ладно, ну что ты ломаешься, да, и нагло лезет вам на голову, причем в обуви, да, пытается ногами стать вам на голову. И еще оперирует: ну мы же друзья, либо мы же родственники, ну что ты ломаешься, ты должна, ты должен, там типа ничего страшного, потерпи. И вы понимаете, что у вас там внутри все начинает просто гореть и взрываться. Вы себя чувствуете вулканом, который вот-вот и пустит лаву, да? Вы понимаете, что может даже до чего-то серьезного, до крайностей дойти, и вы человеку, так знаете, сквозь зубы говорите: беги отсюда, да, беги, прошу по-хорошему. И у вас такой будет взгляд, что человек действительно испугается. То есть я так понимаю, что человек очень долго испытывал ваше терпение, возможно, залазил вам там на руки, на спину, а тут уже решил просто задрать эту планочку, говорит: давай голову подставляй, я хочу залезть тебе на голову. Сюрприз заключается в том, что вы раньше не видели, либо как-то отмахивались и не замечали, что человек эгоист, что человек думает только лишь о себе, что человеку вообще ровным счетом насрать на вас, на ваши интересы, на ваше настроение, на ваше состояние. Знаете, у меня аж в горле начало першить, потому что я буквально ощутила ваши эмоции и ваше желание разорвать этого человека. Слушайте, наконец-таки, да, вы поймете, с кем вы так долго имели дело и кому позволяли собой пользоваться, водить себя за нос, либо вами играть на ваших чувствах, играть на вашей доброте, на ваших эмоциях. И вот вы смотрите на этого человека стальным таким взглядом, пронизывающим, и говорите: беги отсюда, беги, пока жив. И этот человек действительно не на шутку испугается. И я даже больше скажу, этого человека вы не скоро еще увидите, а может вообще никогда не увидите. То есть вы настолько мощно будете излучать свой гнев, что этот человек прям до костей прочувствует это. И чувство самосохранения, да, оно есть, слава богу, присутствует, да, этот человек просто сбежит вот куда глаза глядят. И очень будет бояться с вами еще раз встретиться. Но при этом этот человек может себе позволить по поводу вас давать какие-то отзывы, причем самые неблагоприятные. То есть человек будет придумывать то, чего никогда на самом деле не было. Либо человек будет перекручивать историю ваших отношений и рассказывать, что это он всегда вас на руках носил, либо она вас на руках носила, а вы всегда пользовались, а потом еще и под конец нагадили, да, там как-то обидели.
вы еще долго будете кипеть по поводу этого человека и сами себя будете ругать, что не замечали, какой это человек сволочь. Да? Ну, просто сволочь, клейма негде ставить. Но с другой стороны, вы будете рады, что все наконец-таки открылось, что вы наконец-таки прозрели. Да, этот сюрприз, он неприятный, но тем не менее он полезный, да, потому что вы прозрели и вы этого человека из своей жизни выгнали. Вот. Это самое главное. Так, еще. Смотрите, какая огромная птица тоже со спины к вам летит. Но эта птица летит не только к вам, она летит в ваш дом. В ваш дом придет какое-то письмо. Да, именно письмо. Либо это какой-то документ. Может быть, ну, опять же, письмо в письме, наверное, да. Что с собой принесет в ваш дом, ну, буквально состояние радости и счастья. Здесь не один человек радуется, да, не вы сами собой радуетесь. Тут рады все. Рады все. У вас, знаете, что будет? У вас будет такое ощущение вот полусна, да, полудрема. И вам будет казаться, что это все сон, что вы спите, а сейчас вы проснетесь. И окажется, что нет никакого письма. И все это вам приснилось, да, это показалось, привиделось. Прям не можете себе разрешить в это поверить. Ну, потому что настолько хорошее письмо, настолько хороший документ, что прям состояние, да, нереальности, да, в состоянии нереальности будете находиться. Но вот придет документ, придет. Что бы это ни было, оно придет. И это действительно сюрприз. Почему? Потому что вы не ждете, вы отвернулись спиной. То есть вы считаете, что никогда такого не будет. Ни при каких условиях это не может быть возможным. То есть, может, вы в принципе не представляете, что такое может быть возможным. Как бы это глобальный сюрприз. Сюрприз не только для вас, но и для всей вашей семьи. Да будет так, воистину так и будет. Вот-вот-вот. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.